Мы продолжаем недельную главу Везот Браха, Второзаконие 33:2. Истину он любит народ свой. Вторая часть. Любовь это Бога к этому народу никогда не перестает, как сказано 1 Коринфянам 13:8. Поэтому Бог, Отец, Творец, любит прощать этот народ. Благий и милосердный, долготерпеливый, много милостив к этому народу, и Он не оставит этот народ, хотя они согрешили тяжкими грехами, такими как идолопоклонство. Неемия 9 глава 17-18 стихе мы читаем. «И отвергли посланника Нового Завета Мессии Иисуса, и хотя в отношении к благовестию Мессии Иисуса они враги ради вас, жители планеты Земля, а в отношении к избранию возлюбленной Божьей ради отцов, пишет Раби Шауль, апостол Павел, послание римлянам 1 глава 28 стих. Согласно письма Бога, который он писал, сказано: «Творящий милость до 1000 родов». Второй заповеди эти написаны слова Бога, Исход 25. Любящих его и соблюдающих заповеди его Бог проявляет таковым до 1000 родов милость свою любовь. Этими были отцы Израиля, Бытие 26:5, в недельной главе Толдот сказано, что Авраам соблюдал все постановления и законы Творца, поэтому до 1000 родов милость и любовь Бога обращена к народу, который есть Авраамов. Цари Израиля, пророки Израиля, Мессия Израиля, апостол Израиля, поэтому любовь Бога к этому народу вечна. А то, что этот народ несет наказание на планете Земля, то и это любовь Бога Отца к нему. Притча 3:12. Бог не любит беззаконие, Псалом 5:5. Он любит правду, Псалом 10:7. И идущего путем правды он любит, Притча 15:9. Говорящего истину он любит, Притча 16:13. Господь любит праведных, сказано в Псалме 145:8. Господь любит нашу планету Земля, всех живущих на ней, Иоанна 3:16. Поэтому помогает каждой душе вернуться в его отчий дом, как об этом притче своей о блудном сыне Иешуа Машиах наш Господин говорит в Луки 15 главе. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам, ибо Машиах, человек Иисус, по воле Божией, умер за всех людей планеты сей. Бог Отец наш Творец своей любовью к нам доказывает тем, что еврей Машиах Иисус из Назарета умер за нас, когда мы были еще грешниками. Так пишет Раби Шауль в Римлянам 5 главе с 5 по 11 стих. Дорогой житель планеты Земля, смотрите, дорогие, и читайте Евангелия, и узнаете, какую любовь дал нам Бог Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими, собранием учеников Христовых быть нам. Любовь Божья к нам открылась всем жителям планеты сей, Земля. Любовь Божья, это изливается к нам, всем жителям планеты Земля. И она изливается в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, то есть Слово Божье, ниспослано на землю, которым мы можем спастись, если будем жить всяким Словом Божьим, как сказал Моисей. Мы читаем Второзаконие 8:3. И Машиах Иешуа сказал Матфея 4:4, что мы можем жить всяким Словом Божьим, исходящим с уст Божьих. Чтобы все мы, живущие на всей планете, получили жизнь через Него, через это Слово Божье, которое Господь ниспослал на землю. Это Слово Логос обитало в человеке Иисусе во всей полноте. И этот человек Иисус из Назарета, в котором Логос, Слово Бога, вселилось и изрекало то учение, которым мы можем спастись и опять возвратиться в отчий дом. Поэтому сказали апостолы: куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. То есть человек Иисус
обладает тем знанием, теми учениями, тем словом, которое может спасти человечество, потому что в нем обитал Логос, Сын Божий, вся полнота именно обитала в человеке Иисусе, и изрекал Господь всю волю свою в более прославленном, возвеличенном законе, как сказано в Танахе 42:21 Исаия. Господу было угодно ради правды своей прославить и возвеличить закон, то есть Тору, умножить и усилить в любви. Как мы видим, это умножение и усиление в любви в Нагорной проповеди Логос устами Иисуса изрекает. Поэтому человечество может спастись именно посредством любви к Богу и любви к ближнему. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал нам Сына Своего умилостивления за грехи наши, говорит Танах, Исайя 53, Даниила 9 глава, и также Новый Завет 1 Иоанна 4 глава с 9 по 10 стих. Поэтому эта недельная глава Безот Браха говорит: истинно Он любит народ свой. Мы не должны сожалеть и переживать о том, что наша разлука с Небесным Отцом длится так долго на планете Земля, ибо нам все содействует ко благу, ибо таков наш любящий Небесный Отец, который готов принять всех нас во Христе в свой отчий дом. Говорил Джебран: вечно было так, что глубина любви познается лишь в час разлуки. Пророк Исаия говорит, что Бог на малое время оставил народ Израиля за грехи их, но с великой милостью и великой любовью воспримет этот народ, и вечную милостью, любовью во Христа все остальные народы помилует всех нас, говорится в Исаии 54 главе. И Раби Шауль об этом говорит в Римлянам: от власти ада Он искупит нас, и от смерти избавит нас, говорит пророк Танаха, Осия 13:14. Все жители планеты Земля во Христе живут, пишет Раби Шауль, 1 Коринфянам 15:22. Таким образом, мы видим эту божественную любовь, которую Он проявляет к Израилю, и через Иешуа Машьяха из Назарета к остальным народам дальним эта любовь распространяется, потому что посредством этой любви Господь хочет спасти нас. Бог дал нам закон, заповеди, которые основаны на божественной любви. Первая часть скрижалей говорят, как мы можем проявлять любовь к своему Творцу, Отцу Небесному. Вторая часть заповедей говорит, как мы должны проявлять любовь ближнему друг к другу. И любовь, которая во Христе Иисусе показана, это совершеннейшая любовь. Любовь, о которой говорят каббалисты, связана и с отдачей. Ибо сказал Иешуа Машьяха: нет больше любви, как человек отдаст душу свою за ближнего. И вот это самая высшая совокупность, совершенная любовь. Это любовь и есть, которые каббалисты сегодня, такие как Михаил Лайтман и другие ученики Иуды Ашлага, распространяют. Это любовь отдачи. Как апостолы Мессия их полностью отдали свою жизнь за то, чтобы распространить познание этой любви для каждого жителя планеты Земля. И они шли все эти территории Земли, где и приняли мученическую смерть Мессия в святой земле Израиля. А апостолы были посланы также к дальним, вне земли Израиля, где, мы знаем, сегодня можно найти исторические данные, свидетельства, где апостол погиб и где он, в какую область, каким народом на планете Земля донес эту божественную любовь. Кальми Алла Кемен, Урбелел Диар Фламины Кейсен Кламане. Прими же, дорогой житель планеты Земля, эту любовь Божью, ибо она донесена и на твой конец земли, где ты находишься, в твоем уголке земли народа твоего, и там донесли, там пришли посланники Господние,
они принесли эту божественную любовь, этот закон Божий, который научит тебя любить Бога и ближнего, и ту совершеннейшую любовь, которая во Христе и в апостолах, то есть отдача, где ты рано или поздно поднимешься на эту духовную ступень, когда и ты готов будешь умереть, дабы ради других принести плод в других народах, эту божественную любовь осуществить на практике. Да благословит нас Господь, чтобы в действительности мы были теми истинными учениками, которые Иисус говорил и наставлял своих учеников: когда увидят между вами любовь, тогда узнают, что вы есть истинные ученики. Если наш Бог есть любовь, и мы Его дети, то мы будем любить не словом, а делом и молиться за всех, ибо мы одна семья на планете Земля. Все мы одна семья, имеющего одного Отца, который называется Бог любви. И мы должны быть все дети любви. Камани кельмен, албиди готер ребелека романа салемана ребегебен. Не враждовать друг с другом, не убивать друг другу, отнимая жизнь друг от друга, но посылая друг другу любовь кельмене. Арбелека мармали кебен гейсен, албиди гот камана караман элемене, лабелека мене кармана камен. Пусть это любовь, она покроет нашу планету Земля. Пусть она, эта любовь, развивается, усиливается и умножается на нашей планете Земля, чтобы мы были воистину детьми Небесного Отца, имеющие эту любовь, ту, которую имел Авраам, который готов совершить эту отдачу. Арменегесен, любовь, которую имел Иисус и апостолы, которые были готовы умереть для того, чтобы спасти другие народы. Да благословит тебя Господь на этом пути любви и умножит, и усилит эту любовь Его во всех ступенях и во всех аспектах. Аминь.